Акцию «Я хочу учиться» фонд «Ихсан» проводит уже на протяжении 4 лет. Большинство учебной литературы школьники уже разобрали, а вот художественная, это зарубежная, русская, ингушская, все еще ждет своих читателей. И дождалась. Конечно, книги для старших классов детей не заинтересовали, но вот детская литература определенно привлекла внимание. Абдулла – постоянный посетитель школьной библиотеки. С задумчивым видом читает новую книгу, которую выбрал, и пересказывает сюжет. Я читала книгу. В ней было стихотворение «Дело было в январе». На горе были стихотворения. На горе была елка, а за ней стая волков. Когда волки нашли логово зайцев, все зайцы напрыгнули на елку на горе, связали ушки и притворились игрушками. Больше детей новой литературе радуется руководство школы. По словам заведующей библиотеки, до этого из-за острой нехватки книг школьникам приходилось нелегко. Необходимый материал для учебы они детям ксерокопировали или же просили у других школ. Особенно в начальных классах у нас была нехватка. Не скажу, что маленькая, достаточно большая нехватка. Недавно, буквально месяц назад, нам помог благотворительный фонд «Ихсан». Нашим нуждающимся детям мы оказали помощь. Вроде сейчас все дети наши укомплектованы, у всех есть учебники. Проблем нет. Хочу от себя и от своего коллектива поблагодарить фонд «Ихсан» за оказанную нам помощь. Более 400 книг для 5-й школы приобрел фонд «Ихсан» через приложение. Благодаря неравнодушным пользователям они за месяц собрали около 150 тысяч рублей. Такие акции они проводят с самого начала создания своего фонда. Эта акция идет уже, как я сказал, 4 года, и мы ежегодно 20 сентября или после этого, в октябре, проверяем школы, узнаем, есть ли дети, и, соответственно, выбираем. А в этом году у нас выбор пал на эту школу. Именно почему? Потому что это новая школа, тут библиотечного фонда как такового не было. И необходимость учебников была острая. Поэтому мы в этом году решили расширить акцию и сделать так, чтобы детям достались именно учебники. В прошлом году фонд также помог детям из малоимущих семей Малгобекского района, только канцелярией и теплой одеждой. А в будущем активисты планируют уже оказать поддержку детским домам за пределами республики. Хава Газикова, Магомед Белакиев. Новости 24.